Добрый вечер, друзья! Хочу вас порадовать свежими новыми новостями. У нас в театре ставится очередная премьера. «Черная бурка» известного драматурга Георгия Хугаева прозвучит с новым свежим взглядом в интерпретации молодого талантливого режиссера Казбека Джелли. Сегодня мы поговорим с каждым. Конечно, начнем с режиссера-постановщика, что для него является постановка «Черной бурки» и почему именно выбор пал на нее. Добрый день! Очень рада вас видеть у нас в Южной Осетии. И расскажите, пожалуйста, о том, как появилась идея поставить «Черную бурку» на подмостках нашего театра. У меня был такой вопрос, ну, в первую очередь перед самим собой, да, что дальше ставить, да. И почему-то мне показалось, что именно вот этот материал, «Черная бурка», хорошо может лечь так, подойти к нашим артистам Юго-Осетинского театра. Вот, и как-то она хорошо расходилась на актеров. И тем более мне как-то, вот, я этот спектакль еще в Москве ставил, там моя дипломная работа. И мне казалось, что надо... Часто этот спектакль играется, но у меня уже какие-то новые, уже сколько, 10 лет прошло, да, с тех пор, да, и у меня уже какие-то новые взгляды пришли к этому произведению, как-то вот новое ощущение этого материала, как-то я начал чуть-чуть иначе на него взглянул, и вот мне стало вновь интересно вернуться именно к этому произведению. Сейчас говорить о актуальности, об этом даже не хочу говорить, хотя... Скажу, произведение актуально очень. Это сегодня поднимаем проблемы, опять же, человека, да, насколько мы иногда бываем суровы в современной вот этой нашей жизни, да. Вот. И уже в процессе, наверное, работы, когда мы вот сейчас приступили к работе, я, более того, утвердился в этом, я понял, что мы на правильном пути, и то, что именно этот материал, выбор этого материала, он стал верным, потому что мы как-то проверили, актеры погрузились в процессы. Конечно, я не буду говорить, это сложность, наоборот, интерес, любопытство этой работы в том, что главные действующие персонажи, они животные, да, и в этом плане нам было, наоборот, мне было, как режиссеру, было очень интересно попробовать артистов именно вот в этом амплуа. «Черную бурку» много ставят на Северном Кавказе, в российских городах, в Татарстане. Для самого режиссера Джеллиева это второе обращение к данному произведению. Несколько лет назад именно «Черную бурку» он выбрал в качестве своей дипломной работы в Театральном институте имени Щукина. Постановка оказалась настолько удачной, что учебный театр открыл ею новый театральный сезон. Кроме того, спектакль выиграл несколько фестивалей. Конечно, сейчас у режиссера будет совсем другая постановка в качестве режиссера-постановщика. Сколько лет прошло, он повзрослел, поменялся и, конечно, воплотит свой профессионализм. Интересует такой вопрос. Раздача ролей – это всегда очень трепетный момент и ответственный и для режиссера. Скажите, были какие-то разногласия и были ли оправданы те роли, которые были розданы актерам? Я всегда смотрю внешне. То есть, если мне внешний человек подходит, то потом уже подхожу к внутреннему. Да? Но вот бывает такое, что внешность бывает обманчивая, когда ты уже к делу приходишь, что ты начинаешь понимать, что ну, чуть-чуть поторопился. Ну, это как бы кастинг такой, да, это, то есть мы с этого и начинали, пробы. Ну-ка попробуем, нет, ну, извини, не получается, давай другого кого-нибудь попробую. То есть это такой момент кастинга, ну, не хочу так громко говорить, прям кастинга, да, но вот был такой момент. Ну, вам удобно работать с нашим коллективом? Главное, чтобы им было удобно работать со мной, потому что, да, ну, режиссер же сложный организм, да, главное, чтобы им было со мной удобно работать. Очень важно, что они меня слышат. Вот этот момент, когда ты вот в процессе объясняешь,
очень важно, чтобы они доверяли режиссеру, да, и если у меня такой момент получился с ними, то я доволен. Да, мне с ними приятно работать, более того, я еще вернусь сюда по-любому, будет и третья постановка какая-нибудь, и четвертая будет, надеюсь. Очень приятно здесь работать с актерами. Условия, в которых мы работаем, это сцена, это прекрасно, этот рэп-зал, это вот световое оформление, вот это все, да, ну, здесь просто надо делать, творить, и как бы в этом плане проблем у нас никаких пока нету, и слава богу. Учитывая темы, которые поднимаются в произведении, особенно важно было определить форму передачи заложенных автором мыслей. Ведь, повторяет режиссер сам, это не сказка, а значит просто надеть костюмы животных и бегать по сцене, весело завывая для детей, не получится. Пришлось вернуться к азам актерского мастерства, которым обучают на первом курсе наблюдения за животными, изучение их пластики, жестов. С этого и начали работу над персонажами, с движения взглядов, прочих мелочей, из которых складывается образ более серьезный, чем костюмированный. С Давидом у нас такой рабочий союз, так скажем, да. Мне на самом деле повезло с ним очень сильно. Что мне нравится вообще, ну, творческие люди, да, мы же все странные в этом плане, да. И что мне повезло с ним, в каком плане, мы очень друг друга очень хорошо слышим. Вот, я когда, то есть идея спектакля исходит от меня, естественно, да, он как бы спрашивает, а что, как ты это видишь, да, и вот уже в процессе мы начинаем этот разговор, это долгие разговоры часовые, да, многочасовые разговоры, и вот начинаем уже вместе потихоньку создавать на каких-то эскизах, уже пробовать какие-то моменты, от чего-то отказываемся. Вот иногда бывает что-то вот так должно быть, да, потом раз неделька прошла, нет, все меняем, вот так должно быть, да. Вот с Давидом, естественно, очень интересно работать, он очень ответственный человек, безумно талантливый парень. Я думаю, у него большое будущее в том, что он делает в своей карьере вот этой театральной. Это уже третья постановка на национальную тему у меня. И это, наверное, первая работа на национальную тему, где можно нестандартно интерпретировать, где можно было нестандартно интерпретировать саму пьесу. И это был своего рода эксперимент. И задача стояла в том, чтобы, сохраняя национальный колорит, привнести что-то новое. Роль Тузара исполнит Батрас Кумарита, Волка-волчицу сыграет Григорий Мамьев и Альбина Хугаева, а Эдуард Коглой выйдет на сцену в образе Кварн Кана. Постановка для нашего театра интересная, я так считаю. Что касается роли, роль тоже довольно-таки для любого артиста вживаться в роль животного либо зверя, это уже что-то новое, это, опять же, несоответствие психофизическому состоянию, потому что повадки животных, повадки зверей, это надо смотреть, надо изучать внутренне, и внутренне подключаться к этому, быть готовым. И что касается, если, например, актер работает над ролью обычного человека, как он является человеком сам, это более легче, намного легче, если брать уже животных, то там уже какие-то свои нюансы присутствуют, где нужно более глубоко изучать, даже не то, что, даже взгляд. И внутренне чуть-чуть примерить, вот если бы я был, например, тем или иным животным. Вот чуть-чуть внутренне. Что-то дает, да, игра в этом, в каком-то плане, да, горизонты? Конечно, это, опять же, во время учебы в вузах, это первый курс наблюдения за животными. То есть есть разделы наблюдения за людьми, это намного легче, да, потому что мы можем это сделать. А вот наблюдение за животными и делать этот образ, это, опять же, какой-то новый этап преодоления самого себя, как человека, как актера. Получится у меня это или не получится, как это будет. И когда еще плюс к этому тебя режиссер ломает в хорошем смысле этого слова, что ты делаешь что-то, и он тебе говорит, нет, вот здесь можно вот так как-то попробовать. И во время репетиции это уже у тебя приходит к тому финальному этапу.
Героями произведения являются звери: пес Тузар, волк и волчица Чобры-Чобры, ворон Кварн-Кан и другие. Человек среди персонажей пьесы лишь один. Однако важно понимать, говорит сам режиссер, что «Черная бурка» — это не детская сказка, а наоборот глубокая притча, говорящая о наших проблемах человеческого общества. Это история пса, который верно служил человеку, верит в него как в самого Бога, как в некий идеал, который затем рушится. Это пьеса о том, что иногда люди становятся хуже, чем звери. И еще это история о том, кого это разрушить чью-то веру, разрушить чью-то надежду. Здесь много отголосков разных тем, но в первую очередь это повествование о человеке, человечности, о том, как важно иметь идеал и быть идеалом для кого-то. С Казбеком Джелиевым мне работать легко, потому что он очень четко ставит цели, помогает актеру, и с ним работать в этом плане очень легко. Не бывает какого-то вот такого дискомфорта или какого-то волнения в плане того, что ты можешь что-то не так сделать, потому что он четко смотрит, четко контролирует весь процесс, помогает, когда ты вот запутаешься или уже не понимаешь, что нужно делать. Бывают такие моменты, и он очень сильно помогает, и с ним работать в этом плане очень легко. Лично мне легко с ним работать. И я думаю, что всему коллективу, всему составу актерскому, который с ним работает, тоже легко с ним работать. По словам самих актеров, было интересно очень и сама работа с режиссером Казбеком Джелиевым, и сами образы животных. Tëng në qunë është odaj mogi më kusën, tëng në qunë. Oftadënaj bovil gjenis darule, ma da falgunc, ma ja rohiz ma ja rozën dërgjeni shkava. Ofta lëstekoj, ja fevzorën bojdohë, lëstekoj. Shëfandë forstojnë brot, ol shëforstojnë dërdën ropës kanë gjenis. Ja rozë, dhe rozëdën shërmëster, dhe rozëdën shëkhasë varo havisë rozën dërgjeni shizë. Mam kejzagën e ka të ngëxës gonu dëkko khot ma kejrov zërsto, ja dëkko kustë ma kejrov zërstovi. Kejzagën e ka sërtë kozën nazunën i në tanë këdu fala ma më gaska zëndaru i të khejma odaj mogë kozovi i u ma sërde kozovi të bëntonë ndaru. U ma i dar biragë. Ma zëndaru ma ushë rastajë shëmë disë ndaru kejzagën e ka i të khejma. Roz mamo intervju žrtonirën nam kojt zoborg, vad boshët da bokosta sërdma, ja koja hi këtë dorë, këtë shavë, këtë kasë, olshë daru datta, vad të nënqun daru, këtë daru të khejme jam kasës me kode kanës shorozë, këtë dorë khoja. Fala birag zënu kejzagën e ka u kam e fingjën o shërën, gadëma kujna u shame ma na vën këto shëvoj me mbokasoj. Ma u ma gaska farska darfa kutun, dokument alun kino tam darfa kostan, kod ma unë darofta në zagja ma mana tëng ishda i savdisën që këtë daru dun dar ushë vovartasën kajnë ma birag mofta voks po shajme e sisoj fala ganan kodu disofta oham kino tam darfa kostan. Naja. Ваттар дэрна фоккан махишан ко доктори софта ма мофта кас ваттар мам жиш дэрна фоккан режиссерун дэр хузун жура фалттар ко доктори софта махиш дэгун обхот all рул дар актюран дат шдар раз руле рулма раз актюр офтакума я кустофта актюран ма уэлдой дар сырды ко qozой ва дуи бентунун дар уэлдой дар бирах ин бирах Tugżech sırtna, i kejzagna qał man ja bokostarın daru, ja şıttarın daru, ja in yaqudu ta kaşayn
يقود تمسر كشيء جست فلتر أرخيم شماي كزغني قا 100% بيرة كشيء سرج جنان ماما مجسكا إن أكتور تداري نصر تشيروزه فلا جنان وفجيا كتر بوفخ ستروي شماي يخرج كتير ما زنو كزغني قا نبي باباش نجد يحيكم تلخوي سما ترتقنن بالن كاشني مشي دمارنا متيتم بلاش تلواشي زينا بنتبارك بوكانس عاشت تبينس ويمانخت شرطة ده كايتا تاندا دخيجنس دون ناشي مساونس كدا ما كاشاي واشي زينا تصابوها صوت وازت كزغني قا تنقوكتو والو نابون يوزر تكشيناو ده ومن ما آش شرط تنگس دمادای ماگیس آخم کش من فلی توی جینادم مامش در من کجنا توزار ایوزر دک جینادم یه رای دیانه یه کروم یه خیشا نیاوی کتا ما شرط آخم آدم اچگن سنگوت بانم آی جنه افتاو قگاگن کد روز در فل در دسته و نر رسته جلچی در آرخای من انجا بخواد ما این نتشفن در کند من انجا بخواد توزارن در یبونو دیافته سرازن من از اغم بیرغی منه آش دایت لگت شار دایت یه شست ما در ماینه دار بیرغ سцена الزغگه دخیا خوسو خیونده نیکم قوسس اندر آفو مشاریکم لگت نول يبونو ديوفتا سورستا يتفلنا سورستا يتخمي خيشاولا ديس انوفت ما بي كاول تلارف قدو تنج جبخ ريجيسيورو كازيك تنج زنجن اشتر في دانانيس سردار ليس قد در كان هين اجز بيك داقل ما اوش رسود موسيقى روف زرستا من دون جون در افتادي موسيقى در يخيف زرستو روح ستا در يخد تكس ورتا اولش در وياس ونيه روحسی یونگ، موسیقی یونگ ما کشه رژیسور تا خیشانه و روحس دارن خیشانه سرازنج، موسیقی دارن خیشانه رافزارم بایدانج، ما ویول شورگو ما تنگ دارد شجینی. ما مزرد از آن انتسته ما تنگ فندش ما گازیک خونگ رژیسور نما فلان مشتادل ما نتیاتر راز ما شوا من تنگ نفسیس منم گازیک كوريجيسوري ودنا تقدر اشتركوا خشفته وشاجيني سراز ما أولز يوسيكون ترنا دزرد كانن وي ريجيسورة تخي فلا ريجيسورة تياما ويف منان يفتجوك بناتو وديما جان لاج وديما جينا دام تنجيس يسوخم ريجيسورتا ما распределение сорста рултан одам бошаджиня бунчи дарам бошам язаго манавие сис месишчинис маказик ма аушн хос ишчи ко божурит эндеройни хинаси сорулей иу лагжинат иу одаймогжинат мазардайн зага биран тестета бира рассухт костета кезагнай қавни мадар ма эндер зазырт дар Мой отец, он сам играл волка, и я как бы выросла прям на этих спектаклях. Произведение «Черная бурка» для меня мое любимое произведение. Когда я узнала, что Казбек Джелиев решил у нас ставить «Черную бурку», я очень обрадовалась, честно говоря. Но я, как актриса, у меня не было, я не видела себя в образе лисы. Честно, вот просто сказать, для меня это было очень прям для себя открытие, тоже, ну, лиса. Я удивилась, честно говоря, когда он мне предложил эту роль. И в то же время я очень сильно обрадовалась, что я буду в этом спектакле. Играть животных, это очень трудно и сложно. Надеюсь, в будущем Казбек Джелиев будет как бы приезжать и ставить с другими нашими актерами какие-то спектакли.
Реально, это очень талантливый человек, режиссер. И я желаю просто ему в будущем больших успехов. Мне очень приятно бывает каждый раз возвращаться в Южную Осетию, признается режиссер-постановщик Джилев. Здесь тепло меня принимают каждый раз, а сама работа приносит очень много новых впечатлений и, конечно же, энтузиазма. Но ребята работают, молодцы, и большое им за это спасибо. Всем цехам, которые работают над этим спектаклем. Отдельное спасибо, нужно сказать Раде Филипповне, министру культуры, потому что без ее участия этого спектакля бы не было. И дай Бог ей много лет здоровья и плодотворной работы в Южной Осетии. И, конечно же, Артур Ростикович. Артур Ростикович очень сильно помогал, он переживал, он по вечерам заходил, разговаривал со мной, говорит, что не так. Он новый директор в театре, и ему тоже отдельное спасибо за оказанное внимание. То есть атмосфера способствует? Рабочая, конечно, рабочая атмосфера. И на самом деле, а что еще нужно? Главное создать вокруг себя эту атмосферу. Совсем в ближайшее время этот спектакль будет вывозиться на фестивале. Хочется пожелать ему легкой дорожки, успешных показов и, конечно, благодарных зрителей.